к вечеру уже нас повели по полю. Сначала по селу нас обратно повели. После того, как нас там вверх повели, там к лесу поставили, там стреляли по голове. После этого 7 февраля 2000 года мы Село Гихачу. село Гиричу, Урус-Мартанского района Чеченской Республики. Сидели в подвале, потому что был ночью обстрел с детьми. В подвале нас было жена, я, 4 ребенка мы, и 2 сестры и зять. Они с города, беженцы у меня жили. Потом утром, часам 8, когда все немножко стихло, я сказал, нужно выйти, это уже было холодно, ночью пошел снег, выпал снег. Нужно зайти в дом, затопить печку и что-нибудь приготовить, чай, накормить детей. Мы вышли, затопили печку, селись пить чай. И в этот момент наш огород, один снаряд попал и выбил окна. Я выбежал, уже холодный ветер пошел в комнату. Я выбежал и начал забивать стани. И вдруг вижу, вертолеты виржировали над селом и обстреливали село. Я подумал, что уже бесполезно, опять начнется эта стрельба. И зашел в дом, сказал жене, давай быстрее заканчивайте и заходите в подвал обратно. Через минут 5, по-моему, снаряд попал в наш дом, в соседнюю комнату. Там жили мой зять и 2 сестры тоже. Зять старик, лет 70, и сестры тоже лет по 40, по 50. Я как раз в этой комнате находился мой зять. Сестры говорили, вот уже больше не будут стрелять, они уже убирали снег во дворе. В этот момент снаряд попал в комнату, где находился вот этот мой зять. Я подумал, что его уже в живых нету. Когда я выбегал с комнаты, то встретил его как раз. Он выбежал с этой комнаты, он был цел и невредим. Я, конечно, обрадовался, и в этот момент я услышал крики на улице. Мольба о помощи, помогите, помогите. Я подумал, что соседи думают, что нас уже живых нету, и поэтому кричат. Я выбежал предупредить их, что с нами все в порядке. И в этот момент я увидел соседку Магаджиеву Алмат. Она лежала на асфальте, раненая. Снайпер выстрелил ей в голову. И 2 брата и сестра были в шоковом состоянии, просили помочь. Я им сказал, успокойтесь, все, что случилось, уже ничего не поделаешь, надо ее затащить в дом. Мы ее взяли на руки, затащили в дом. Потом они попросили, помоги, Магомед, чем-нибудь. И я не знал, что делать, чем я мог помочь, я не врач. И я им сказал, что я поеду за врачом в центр села, газовую лечу привезу, и он перевяжет ее. Я завел свою машину, поехал под этим обстрелом в центр села. Домой, к врачу. Его дома не оказалось, я обратно приехал, поставил машину, сказал, что его дома нет, надо ее отнести другому соседу. У него был хороший подвал с отоплением, все. Я, его 2 брата и еще один сосед, 4 взяли ее прямо с матрасом и отнесли туда, в полуподвальное помещение, было там. 4 взяли ее прямо с матрасом и отнесли туда, в полуподвальное помещение, было там с окнами, правда, опасно, но тепло там было. Я свою семью тоже
сказал им, чтобы они туда в подвал пошли. Они тоже там были, когда мы ее затащили туда. И в этом подвале мы где-то до часа, до двух так сидели. Вокруг взрывались бомбы, снаряды, качался этот дом. Думали, там бетонное перекрытие было. Вот-вот упадет это перекрытие, дом рухнет и все. Там было около 100 человек, дети, женщины, они плакали. Ужасная картина. И в последний момент один снаряд разбил окна, и осколки во дворе взорвался этот снаряд, и осколки влетели прямо в этот подвал. И ранило несколько детей и женщин тоже. Там вообще тогда началась большая паника. Вы помните детей, которых имена или фамилии детей, которые были ранены? Можете назвать? Там ранен Тимаев Шамиль Шахидович, ему 3-4 года, по-моему. И еще одна там девочка была там ранена. Имя я не знаю. Двоюродная сестра этого мальчика, да, Шамиля. Ихняя сноха там была ранена. Взрослая? Взрослая сноха. Мать этой девочки. Мать и дочка тоже. Вдвоем они ранены были. Еще Типсаева Амна и Типсаева Нина, тоже мать и дочь, они взрослые. Дочке 23-24, так, мать лет 50. Вот. Тоже были ранены. И в этот момент я немножко опоздал. Мы потеряли с женой старшего сына там уже в этом не могли найти. Он, оказывается, выбежал и обратно забежал, искал нас в этой панике. Мы его нашли, и я взял двоих сыновей, жена взяла одного младшего сына и девочку. Побежали по улице, немножко когда стихло все, побежали обратно в свой подвал. У нас ни окон в подвале, ничего, это погреб был. Там я подумал, надежнее будет, хотя и холодно, сыро, но от осколков можно было спрятаться. И там мы провели где-то часов 15-16 так. Часам 16 я услышал русскую речь, я сказал им, все, уже солдаты пришли. Больше У тебя во дворе, да? Да, во дворе. Солдаты уже зашли в село, там уже автоматные очереди были слышны. Я подумал, что уже все, больше взрывы не будут, все, уже мы спасены. Я сказал, давайте выйдем. Сестры сказали, не, мы будем первыми выходить, потому что если увидеть мужика, то мужчину, то могут сразу выстрелить. Они вышли, мой зять вышел, две сестры, жена тоже вышли, дети вышли. И там еще была дочка моей племянницы, тоже лет 4, со своей бабушкой находилась, с моей сестрой. Потом мы вышли, я тоже вышел с младшим сыном на руках. Они сказали, о, ребята, помогите, мы здесь нет никаких боевиков, женщин там кричали. Один там низкого роста, брюнет был, такой нормальный, по лицу видно было, что нормальный человек. Он сказал, давай повернись, отдай ребенка жене и повернись лицом к стенке. Я повернулся, он обыскал меня и сказал, снимай до пояса. Я разделся, он проверил плечи, там никаких отметок, ничего не было. Насчет ношения оружия не проверяли плечо. Потом я оделся, он сказал, давай выходи на улицу. Жена, там сестры начали просить за меня, чтобы оставили.
Он хотел оставить, говорит, давай оставайся. Потом с моего дома вышел один высокого роста, такой, рыжеватый. Говорит, давай, что ты с ними церемонишься, давай его быстро к остальным. И я вышел и увидел всех моих соседей, они были построены в одну колонну, в одну шеренгу были построены. Из них я тоже к ним примкнул. Из нас всех они сделали живой щит и вели нас к лесу. Сзади поверх голов стреляли из автоматов, пулеметов, из всех, что можно было. Этот угол дома, еще у меня дома одна дырка была только, когда они выстрелили с этого с подствольника и угол снесли. В общем, дом вообще полностью подлежит снесению, жить там невозможно. И нас они повели вверх села, всех собрали там, уложили на снег, один снаряд упал рядом, взорвался метров 20. Там даже был наш председатель сельского совета, и с ним они тоже не посчитались. Они говорили, что вы не проходили к нам, мы же ждали, хотя они даже выходить из подвала никому не давали, там невозможно было подойти тем более. Они говорили, вот вы бандиты, вы виноваты. В чем вы виноваты, мы спросили, когда? Вы виноваты в том, что вы пропустили боевиков. Интересно, как мы их могли удержать там. Хотя российские войска не могли их. С Грозного они шли. Грозный от нас километров 70 от нашего села. Все села они прошли. Через наше село тоже прошли, они не могли их нигде удержать. Как мы безоружные, без ничего могли противостоять боевикам, чтобы они не прошли через наше село. Но они не слушали наши доводы, вообще нам не давали разговаривать. Там было несколько стариков. Один старик, конечно, хотел поговорить с ними. Он говорит, если еще дернул автомат, нацелил на ногу и сказал, если еще одно слово скажешь, ногу продырявлю. Он замолчал, конечно. Потом они нас обратно повели по селу с руками сзади, вот так под затылок, вот так держали руки, и как узники концлагерей вели нас по селу. Женщины там вышли, плакали, стояли в селе. Они сзади, спереди поставили технику по бокам. Сами стали автоматчики, снимали нас в камеры, там, фотографировали. И вот здесь недалеко, в центре, через эту водокачку, водобашню повели нас по минному полю, по следу, где прошел танк. Нам сказали, не выходите из этого, с этого следа. И мы шли там. Когда нас туда, в поле, отвезли, там виражировали вертолеты постоянно, много техники было. Нас построили они, и один, видно, или генерал, не знаю, высокий начальник был там, разговаривал, тоже там нас ругал, что мы бандиты, вы бандиты, у вас хорошая земля, вы можете 2 урожая в год собирать, а вы здесь мины или там роете, ставите мины. Если не поставили, говорят, давайте любой, у кого лишние ноги, кто пробежит по этому полю, я их отпускаю, говорят. Мы-то там мины не ставили, но мы не уверены были, что они сами их не поставили, поэтому мы не могли побежать. Если поставили мины, то они там стояли, потому что все время с начала военного конфликта там рядом стояли Российские Федерации, и к нему подойти практически невозможно, минировать тем более. Вот он нас, еще один какой-то начальник рыжий, среднего роста подошел, уже вечер был, ночь, при свете фар он проверил наши документы, некоторых он посадил, в том числе и меня, в машину, загрузили нас.
остальных отпустил, нас посадили там на корточки, руками вот так затылок мы сидели и повезли в Ханкалу, оказывается. Приехали там, разгрузили нас, построили, кому, кто курящим, он дал этот же здоровый, который, начальник, который нам угрозы ставил все время. Всем дал курить, что-то расширился, обещал, через 2 дня отпустим, документы проверим. Все нормально, не волнуйтесь, когда отвозили, тоже такие разговоры были. Там тоже. Он передал нас другим. Они нас тоже построили к палаткам, лицами, как стенки ставят, так руками затылок поставили всех плотно. Сзади подходили, били прикладами, ногами, говорили, давайте, короче, ваши документы, выражались грязной речи, нецензурные документы там проверили, построили нас в одну колонну, с 2 сторон поставили автоматчиков, сами тоже стали, сделали они коридор, сделали, между ними мы должны были проходить вот так, руками. Они сказали, шаг в сторону, расстрел на месте. И мы должны были бежать, хотя все время они били нас. По нам дубинками, этими прикладами, ногами по лицу. У меня нос был разбит, вот здесь у меня кровь шла, глаз почти ничего не видел, сейчас-то все уже зажило, немножко шрамы остались вот здесь и вот здесь. Там очень сильная грязь была. Каждый раз, когда они нас били, мы падали в эту грязь. И практически невозможно было узнать друг друга, хотя мы друг друга все прекрасно знали. И где-то метров 100 нас через этот коридор они подвели к одной машине. И я был в этой колонне последний. Завели нас, это был автомобиль ГАЗ-53, Заковозка называется это у них. Там 3 камеры, одна одиночная, 2 по 4 или по 5 человек там помещается. Нас всех в одну камеру затолкали, как в консервную банку. Там один на стороне лежал, один, они нам приказали, мне и еще одному приказали взять его и затащить в машину. Мы его подняли, завели в машину. Я даже не мог узнать его, кто он. Я спросил у ребят, кто он. Они мне сказали, Суюпов Умар. Он 72-го года рождения. Его брат, их было 4 брата с нами там, Суюпова. Его брат Суюпов Али со мной в одном классе учился. Он после этого недавно взорвался на мине дома. Лез за дровами или за коровой пошел и взорвался. На части раскинуло его. После этого они мне сказали, вот Умар, он через несколько минут пришел в себя, и он полностью потерял память. Не знал, где он находится, что с нами случилось. Он спрашивал, где мы находимся, и мы ему помогли прийти в себя. И мы там в этой машине 4 сутки провели. Практически без воды и без еды. Каждый день они нас пытали, выводили. Впереди недалеко стояла палатка, и в этой палатке нас пытали. 3 они обжигали из нас, 3. Суюпова, Алика, Артур его зовут, по паспорту Артур. Суюпова Артура, Магомаева Ахмеда и Нуралиева Беслана, конечности, лицо и на теле, на спине они обожгли его лампой, паяльной лампой. И всех нас ремнями они, когда пытали, душили, потом отпускали. Мы уже, когда думали, что уже мертвые, они отпускали нас, и мы приходили в себя. Потом
через двое суток на третий они повезли нас куда-то. Мы смотрели, оказалось, нас везут, привезли в Толстою, фильтропункт, оказывается. В этот фильтропункт нас не приняли, наши документы они не взяли. Тот позже оказался этот, который нас не принял. Когда нас отпускали, мы поняли, что он прокурор. Этот прокурор сказал, мы слышали там в машине, как он говорил. Он сказал, что опять, наверное, каких-то колхозников, всех трактористов собрали сюда. Без документов я не приму, давай вези их обратно. И с документами привози. Нас обратно повезли. Охранник на обратном пути сказал, ваше счастье, что вас не приняли. Если бы вас здесь приняли, вам вообще конец. Потом нас обратно повели в эту, еще одну ночь мы провели там, кошмарную. На следующее утро уже, Опять там тоже подвергались пыткам? да. Можете ли конкретно какие детали? Детали, душили они нас, били прикладами, ногами. Опять повторяли то же самое, что... Повторяли, да, говорили, вы боевики, нет, сколько наши зарезали. Хотя они прекрасно знали, что мы никакие боевики, не боевики. Если мы были бы боевики, мы спокойно с боевиками ушли бы в горы. Что нам делать в селе, в подвале с семьями? Мы-то надежно сидели, потому что нам бежать не надо, что мы никого никогда в жизни не обидели, не стреляли, не участвовали в никаких войнах. Всех бедняков, короче, которые, у кого нет возможности воевать, они согнали туда и увезли в этот концлагерь, можно сказать. Потом приготовили, на четвертый день они записали нас всех, оформили на нас рапорта и повезли обратно. 4 сутки мы в Ханкале провели и 4 в этом фильтропункте Толстоюрте провели. Тогда нас приняли в этом, с документами уже нас приняли. Там было уже около 100 человек Шам-Юрта из других сел. Точно так же, как и нас согнаны туда, мирно жители, которые не участвовали ни в боевых, ни в каких действиях. Они нам рассказали, как над ними издевались, там, в этом фильтропункте еще. Они говорили, и у них у всех было перебито ребра, изуродованы лица тоже, так же, как и у нас. Меня спасло то, что на мне были теплые вещи, поэтому ребра целые остались. Я думал, у меня печень уже вышла из строя. Слава Богу, зажил тоже. Потом они рассказывали, что первые несколько дней как их били. С одного конца этой камеры они гнали их, другой били, потом в углу их собирали вот так руками в затылок и на коленки ставили, вот, и по головам ходили, вот так считали они, сколько их, как будто они не знают, сколько их. Закрытой камеры, они никуда не могут же деться. Вот каждую ночь они так издевались над ними. В последнее время они сказали, что они прекратили эти действия, что их отпустят. У них есть информация, что их должны отпустить сегодня или завтра, что нас тоже отпустят скоро, потому что какая-то правозащитная организация должна провести комиссию там. Поэтому они нас, оказывается, отпускали. В этом Толстоюрте нас не тронули, так же, как и нам было сказано. Их отпустили через 2 часа. Через 4 суток нас тоже отпустили. Там воду дали нам, все в этом фильтропункте. Что-то расщедрились они, не знаю почему.
наверное, из-за этой комиссии они. И последними мы вышли из этой камеры, и они закрыли этот фильтропункт и уехали сами оттуда. Когда выпускали нас, этот прокурор бородатый, они с Ростова были, по-моему, Минюст. Вот этот прокурор нам отдал наши паспорта, некоторые документы были потеряны, там права у некоторых. У меня тоже права потеряли. Это выкинули, наверное. И нас заставили расписаться, что документы получены, претензий не имеем к ним. И мы говорили, вот как, он говорит, мы же вас не пытали, и те документы, которые мы получили от Сханкалы, мы вам отдаем. Вот нам деваться некуда было, мы расписались там же. И мы попросили у него, чтобы нам какую-нибудь бумажку, справку дали, чтобы доехать сюда, в село. Толстоюрт от нашего села находится километров 100-150. На каждом, через 2-3 километра блокпост стоит. На первом же посту нас могли посадить обратно. 16 человек, молодых. Это ж хороший куш для них. Потом он сказал, если у меня нету никаких справок, никаких документов, они даже не хотели признавать, что мы там сидели. И он предложил нам, если вы недовольны, давайте я вас обратно посажу в камеру. Если довольны, идите. Идите туда, в Толстоюрт, местное самоуправление, там вам дадут справку, еду, и домой отвезут, все. Мы пошли в этот местное самоуправление, там, правда, чеченцы нам очень хорошо помогли, и справки дали, хотя справка, которую дает Чечне местное самоуправление, для федералов никакого юридического основания, никакого значения не имеет, они могут посадить с любой справкой. Потому что я в этом убедился, потому что с нами было 2 брата Идрисовых, и даже чуть не забрали даже их 3-го брата, председателя нашего местного самоуправления. Потом в этом Толстоюрте мы увидели этих ребят, которые с нами сидели, с Шами-Юрта. Еще не уехали, 4 сутки там в Толстоюрте у жителей местно провели. Они говорят, что они никак не могут уехать домой, но они какую-то женщину с Толстоюрта отправили домой, чтобы за ними приехали. И в этот день за ними 2 автобуса приехало, и на следующий день мы вместе с ними приехали в Шами-Юрт. Туда мы доехали где-то ночи, там переночевали у них. И на следующий день, это было 17 февраля 2000 года, мы приехали домой, если можно назвать. Дома уже не было, конечно. На сегодняшний день есть ли у вас какие-то средства защиты? И можете ли вы куда-либо обратиться по факту того, что над вами совершили? Как вы думаете? В России никаких средств защиты нету, никаких прав нету, и никуда я обратиться не могу. Только что, если международные правозащитные органы, такие европейские международные суды, туда если. Но там я слышал, что очень много делов накопилось, что их рассматривают годами уже. Если обратиться, я был бы доволен, если через 100 лет мое дело рассмотрят, все равно, чтобы справедливость восторжествовала над ними. Вот в случае, если, как вы говорите, если бы появилась бы необходимость, возможность дать свидетельские показания в международном суде, вы бы на это пошли бы? Обязательно. После этого, если меня расстреляют, я все равно пошел бы куда угодно, чтобы дать показания. Вот этот
Вот это время, вот эти 10 дней и перед этим я никогда в жизни не забуду. До сих пор нам всем снятся вот эти кошмары, ночью просыпаемся. Даже дети младшие, ему скоро, через месяц, год уже будет. Он в себя не пришел после этого. Как бы вы бы охарактеризовали бы действия? Вот принято говорить некоторыми правозащитными российскими организациями, что не существует на территории Чеченской Республики пыток, что солдаты российской армии к этому не прибегает. Вы что можете сказать? Это вранье. На территории Чечни существуют и пытки, такие пытки, что в древности даже не было нигде в мире. И я добавлю, что в Чечне ни один гражданин Чечни, ни один чеченец, хоть бы он пророссийской ориентации или про ичкерийской, никаких прав не имеет перед федералами. Вот это я добавлю. Отсутствие каких-либо вообще прав. Это вы имеете в виду? Вообще всех прав. Никаких прав нету. Любой солдат может любую ночь, вот и сегодня мы живем в состоянии войны. Вот вокруг села они стоят. В любой момент они могут обстрелять наш дом и заявить, что там были боевики. Каждую ночь они стреляют по селу и вверх, в лес. Мы не можем пойти за дровами, пасти скот, взрывается сосед, сосед Магаджиев, Алмат, брат. Недавно он пошел пасти своих овец, ногу оторвало. Даже метров 20-30 от села он не отошел. Там же никогда в жизни ни один боевик не прошел. Что они там, зачем минировать? Они прекрасно знают, что там будут взрываться мирные люди. И в лес у нас ни газа, ни света, ничего нету, как вы видите. Скоро уже зима, лето уже закончится. И топить печки нечем. За дровами идти не знаем, как, что делать, неизвестно. На сегодняшний день, вот пройдя 10 дней, пробыв в этом фильтрационном лагере, пройдя весь этот ужас, не получив на руки никакого документа о том, что вы там прошли по ихним канонам, зачистку, проверку или что-либо, есть ли у вас гарантия того, уверенность в том, что вы завтра опять не попадете? Нет, никаких гарантий. В любом блокпосту они могут меня задержать без каких-либо причин. И я могу оказаться в любом другом месте. Просто у меня возможности в материальном положении нету, чтобы уехать. У меня семья большая, куда-нибудь переждать, пока это стихнет. Поэтому такие, как я, живем здесь, и никаких возможностей нету. Деваться некуда, поэтому живем здесь.